Добрый день, дорогие друзья. В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын, у микрофона Любовь Петрова. Сегодня в нашей передаче мы расскажем о первой детской музыкальной школе республики, образованной еще в 40-е годы самим Марком Николаевичем Жирковым. Это детская школа искусств номер 2 города Якутска. И сегодня у нас в студии директор школы Сергей Иннокентьевич Лебедев, лучший директор среди музыкальных школ республики. Здравствуйте, Сергей Иннокентьевич. Да, добрый день. Преподаватель школы Евдокия Семеновна Карманова, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, преподаватель высшей категории, также лучший преподаватель республики. Здравствуйте, Евдокия Семеновна. Здравствуйте. И Владилена Афанасьева, выпускница музыкальной школы, ученица 9 класса школы номер 2 города Якутска. Здравствуйте, Владилена. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 321166. Пожалуйста, во время прямого эфира вы можете присоединиться к нашему разговору и задавать интересующие вас вопросы. Вот вы, Сергей Иннокентьевич, в этой школе работаете всего 3-й год, а уже стал лучшим преподавателем, лучшим директором музыкальных школ республики. Вот расскажите о вашей деятельности. Да, добрый день, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. На самом деле, да, конечно, это очень приятно, да, вот получить такую очень приятную весть, что меня признали одним из лучших. Нас, конечно, не несколько, нас несколько было лучших, да, но среди них, конечно, безусловно, вот мы оказались... Наша школа, да, в том числе вот я как лучший руководитель. Конечно, вот без ложной скромности важно сказать, что действительно событий и очень много результатов мы достигли за этот период работы, да. Это уже можно, наверное, начать рассказывать, да, конкретно о наших результатах. Ну, сначала, конечно, я скажу, вот как еще чуть повторюсь, что мы работаем в первой музыкальной школе Якутии, мы это понимаем, и это мы этим гордимся и всегда стараемся делать акцент на этом, да, потому что это старейшее учебное заведение с богатой историей, да, с своими серьезными, крепкими традициями. Да, школе 80 лет будет. В 2024 году мы уже вот готовимся к юбилею, да, продумываем формат проведения этих юбилейных мероприятий. Я думаю, что мы вот достаточно хорошо огромное количество выпускников за 80 лет. Да, конечно, мы посчитали, это 1348. Вот сейчас отчет я делал годовой, 1348. Так, в этом году еще столько-то там, да, ну, порядка 40 выпускников мы тоже готовим к выпуску, поэтому из года в год количество, конечно, выпускников растет. Но важно понимать, что вот к своему 75-летнему юбилею, это 2019 год, да, в 2019 году школа переехала и в новое, совершенно новое, современное здание, которое располагается в современном, очень быстро развивающемся, очень мобильном микрорайоне нашего города. Это 203-й микрорайон. Да? Вот на фотографии. Да, вот это вот наша школа, да, действительно храм искусств мы ее называем, да, где сегодня вот мы ведем образовательную деятельность. И, кстати, вот в связи с переездом в новое здание, сразу, конечно, первым делом рост пошел желающих обучаться музыке и хореографии. Просто резкий скачок желающих. Конечно, от нас это требовало тоже большой работы, да, почему мы тоже в в этой связи стали, наверное, лучшими, потому что мы, конечно, проработали очень много с окружной администрацией города, да, с министерством, с другими ведомственными органами, да, чтобы нам увеличили число обучающихся, потому что по муниципальному заданию, по старым данным со старой школы, да, еще, которая располагалась, как вы помните, на Сергеляхской 10, да, это где КФН, Ягуда раньше назвали, да, мы все, где сейчас тут городок. Вот. Цифры, конечно, были старые и очень маленькое количество. Это 313. Но представьте, школе 5000 квадратных метров, да, и обучаться, конечно, по нашим расчетам должно, гораздо больше. Да, гораздо больше, и мы
Сейчас уже вот с этого года нам должны повысить муниципальное задание. Это для нас очень хорошая новость, потому что это, опять же, даст новые возможности, да. Но это, значит, и преподаватели будут увеличивать? И преподаватели, число преподавателей, да? Конечно, на 31 штатную единицу будут увеличено. Сейчас вот экономисты нам уже просчитали, мы прошли согласование уже на уровне департамента экономики, финансов. Ну, еще будем надеяться, что к сентября должно быть повышение. Но кроме того, мы 2 года-то жили по старым все равно цифрам, да, и что мы сделали в целях вот социального удовлетворения, социального спроса горожан, да, это, конечно же, надо нам было срочно придумать, как, потому что очень много заявлений. Нам поступает, вот в 2020 году количество заявлений было более 700. И в 22-му... Но там конкурс вы устраиваете, да, же, конечно, да, экзамен? очень серьезный получился конкурс. В этом году, вот на 2022-2023, количество поступающих было 557. Это в связи с чем? Вот я к чему веду. Что мы с 2021 года открыли внебюджетное отделение. То есть уже на договорной основе, уже на платной основе горожане, дети, родители, да, вот, которые приводят детей, получают вот образование в сфере искусств на платной основе. В городе такого не было. Обучение в музыкальной школе всегда было платное? Я вот когда училась, раньше было, да, учебу. Всегда было платно, потом это стало называться, как бы не плата, да, а пожертвование на уставную деятельность, да, но потом все это отменилось в связи с вводом, по-моему, ФГТ, да, это началось. Да. В 1995 году у нас, значит, детская школа искусств, они уже как дополнительное образование, значит, надо было не платно, а все бесплатное обучение. Отменили плату. За счет бюджета, конечно. Вот. И сегодня в нашей школе пока еще, вот я как сказала, что ждем только, когда вырастет контингент, я очень надеемся, но пока сегодня у нас 313 в бюджете и 106 человек во вне бюджете. В общем, нас 419. И так, какие отделения у вас? Так, мы на отделение, музыкальные отделения все реализуем, да. Это значит фортепиано, струнные инструменты, это скрипка, виолончель, а духовые инструменты. Так, туда у нас по направлениям, да, по видам инструментов. Это флейта, валторна, труба, ударные инструменты, саксофон. Так, далее у нас направление народные инструменты. Видов народных инструментов очень много. Балалайка, домра, аккордеон, баян, гитара, да. Далее у нас это обязательно, конечно, хоровое пение, да, в котором у нас тоже обучается достаточное количество детей. Также мы реализуем также направление музыкального фольклора, в котором тоже обучается у нас достаточное количество ребятишек. Из музыкантов же все, никого не забыл. И хореографическое творчество. Вот отдельно такое у нас тоже серьезное направление. Кстати, важно сказать, что тоже вот в этом году проект «Музыка для всех», да, как вы знаете, это проект, основанный первым президентом нашей республики Михаилом Ефимовичем Николаевым, да, он расширился, и вот направление хореография тоже попало вот в работу этого проекта. И вот на хореографическом отделении у нас тоже очень большой конкурс, и на сегодня в этом отделении обучаются более 100 учащихся. А сроки обучения в зависимости от инструмента тоже разные, да? Разные. Мы реализуем, вот как мы тоже из последнего отчета, если брать, по-моему, сколько? 9 образовательных программ, да? Да. 9 образовательных программ. Это сроки, конечно, разные. Да? Самый минимальный – это 3-годичный. Это вот тут важно понимать, что такое предпрофессиональное образование, да, которое учится по федеральным государственным требованиям. Срок реализации этих программ составляет 8-9 лет. Это для вот фортепиано, скрипки, виолончели, да, хорового пения. А то, что касается, если мы берем более взрослых детей, которые обучаются по направлению народные инструменты, духовые инструменты, музыкальные, возможно, фольклор, да, там срок реализации тоже имеет возможность 5-6 лет. 5-6 лет. А остальные, кто учится для себя, может, не все, конечно, важно понимать, что учатся, чтобы стать профессиональными музыкантами и танцорами, правильно, хореографами. Но можно же еще и на
нескольких обучаться, да? Например, ну, желательно игре на нет. гитаре. Желательно нет. Да? Например, мы этого категорически стараемся не допускать. Но есть такие случаи, но они единичные. Потому что, конечно, если говорить о серьезном получении, дополнительном образовании, какого-то качественного обучения, да, чтобы был чтобы действительно человек хороший... дальше пошел уже да, по конечно. этой специальности. Да, если дальше не пошел, ну, важно же завершить качественно школу, если даже ты обучаешься по дополнительной образовательной программе, да. Потому вот, может, родители, конечно, безусловно, сегодня смотрят, и тут важно сразу знать, когда вы идете в музыкальную школу, что такое предпрофессиональное музыкальное образование в сфере искусств, да, и что такое дополнительное. Ну, дополнительного у нас тоже, конечно, мы сегодня работаем над увеличением именно предпрофессиональных учащихся, конечно. Это у нас в муниципальном задании тоже все в планах есть, да. Но, конечно, мы не забываем о тех, кто может, безусловно, обучаться для развития своего общего кругозора, да, для гармоничного развития себя. Личности, да. Потому что человек, который занимается музыкой, он более успешен в жизни. Это безусловно. Это безусловно. Да. 4 прошедших конгресса, да. Вот это нам доказали. Да, мы всегда, конечно, знали профессиональных музыкантов. Но вот в том, что вот Михаил Ефимович тогда задумался, да, что вот музыкальное обучение должно стать массовым явлением нашей республики, оно, конечно, дает серьезный результат на сегодняшний день. Потому что 90% нобелевских лауреатов, да, все имели отношение к музыке. К музыке, да, владеют каким-нибудь музыкальным инструментом. Да, конечно, это правда. И у нас сейчас задача охватить детей 75%. Всех детей, да. всех детей, 75%. 75%. Ну вот говорят, что нет музыкальных способностей, если вот медведь на ухо наступил. Можно развить слух? Конечно, можно. Потому что нет детей без таланта. Все талантливые. Только надо, конечно, правильно их развить. Нет, вот действительно, вот я об этом в последнее время задумываюсь, и буквально сегодня вот у нас совещание было у министра культуры Юрия Степановича Куприянова, да, где мы тоже говорили о том, что вот как вот всех 75 охвата должно быть процентов детей, да, как же они же все разве могут быть музыкантами? Да, музыкантами не обязательно быть, да, мы об этом уже сказали сегодня, но важно любить музыку. Да, и как Евдокия Семеновна сказала, да, что без талантных детей нет, да, все со своими способностями рождаются, да, просто у всех возможности разные, и не, как бы... может, желание, может, кто-то не хочет вовсе это сильно увлекаться музыкой, но для общего развития это ну, обычно необходимо. Как бы в детстве как бы и не хотят дети. Как бы меня, например, родители меня не спрашивая, записали в музыкальную школу, и все. Я прошла конкурс и училась, с удовольствием училась. Потом уже была благодарна. Это в жизни очень помогает. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу. После рекламы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня». Сегодня у нас в гостях представители детской школы искусств номер 2 города Якутска. Сергей Иннокентьевич, вам слово. Так, ну, продолжая разговор, конечно, вот важно сказать, опять же, о наших, как бы, ну, как бы лучших сторонах, да, вот достижениях, как мы сказали, вот это, конечно... Развитие контингента – это важно, да, мы раз это определили, и, конечно, вот наши, безусловно, вот, ну, во-первых, да, давайте скажу о материально-технических. Вот школа в новом здании с 2019 года. Школа построена, я напомню, что благодаря государственному и частному партнерству, да, нашей республики и между правительством нашей республики, да, и вот действительно оно вошло в работу в 2019 году. Это новое здание, которое, я уже говорил, это 5000 с небольшим квадратных метров. Но 5000, представьте, да, где... А вот у вас обеспеченность музыкальными инструментами? Да, обязательно я об этом хочу сказать. Это мы сегодня имеем все необходимые музыкальные инструменты. Все необходимые. Даже пока мы еще не открыли классов. Вот у нас в планах валторны, баритона, там, тромбона и так далее. Все эти даже инструменты у нас просто вот пока лежат и ждут, когда вот уже дети, как только увеличится контингент, мы начнем уже осваивать вот новые направления, да. Вот. Также у нас
Вот вообще в школе у нас есть в этих 5000 квадратных метров 2 концертных зала. Один из них большой, другой малый. Но малый нельзя назвать малым, потому что он Сколько там посадочных? Там размещается у нас 178 человек. Ну, действительно, это серьезный зал, где мы проводим тоже очень серьезные мероприятия, конференции, какие-то творческие встречи, а также, конечно, используем его в учебных целях, в учебной практике. Это академические концерты, зачеты. Вот. И, конечно, большой зал, он, конечно, у нас рассчитан на около 300 посадочных мест, да, точно не помню, 279, по-моему, да, точно, вот, не помню. Проводите там концерты для Да, конечно, не только мы проводим, там проводят концерты филармонии Якутии, проводятся концерты Высшей школы музыки, как студентов, учащихся Высшей школы музыки, Арктический государственный институт культуры и искусств, вот в декабре месяце провели тоже один большой проект народников, да, было 2 больших концерта. Ну вот, в общем, большой зал, конечно, это практически концертная площадка в нашем городе. Концертная площадка. Вот на данный момент сегодня у нас идет вот отчет главы городского округа города Якутск Евгений Николаевич. Там. Вы хотели еще о Сириусе, о вашем участии в Сириусе рассказать? Одним из важных критериев, конечно, тоже наши оценки успешности, конечно же, явилось то, что мы в прошлом году, в 22 ноябре 21 года попали в образовательный центр «Сириус». Что такое образовательный центр «Сириус»? Конечно, наверное, все знают. Это удивительный проект, поддержанный президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. И наши 11 учащихся направления хореографическое творчество прошли отбор экспертного центра «Талант и успех» и были приглашены к участию в ноябрьской смене. Это впервые среди детских школ искусств. Это, безусловно, мы сегодня говорим, что это стало прорывом в области дополнительного образования нашей республики. Потому что ранее, конечно, якутяне бывали в этом образовательном центре, но речь шла только о профессиональных учебных заведениях. Это высшие школы музыки учащиеся, это учащиеся балетной школы, и не более того. А вот мы стали вот среди детских школ искусств, это, конечно, стали первыми, это очень важно. И что вы там показали? Что они показали? Они, самое главное, отучились. Это 24 дня в Сириусе. 24 дня, там образовательная программа, учебный план свой. И дети учились классическому танцу. Да, и в конце, конечно, представили уже какую-то свою работу, которую они начали готовить уже здесь. И вот в конце приняли участие в концерте заключительном. Вот. Дети пришли очень вдохновленные, окрыленные, да, вот просто невозможно было узнать детей, да, вот что значит, да. Также наша выпускница участвовала в международном конкурсе. Да, также в 2021 году весной мы стали тоже участниками первого международного конкурса имени Марка Николаевича Жиркова, который прошел в Москве. Да, наверное, наслышаны тоже, да. Тогда-то уже очень освещалось это в СМИ, да, к юбилею Марка Николаевича. И вот из детских школ искусств мы там были. Мы как из детской школы искусств номер 2, да, Саргалана Гоголева, которая стала дипломантом, и еще из Вилюйской школы девочка. Вилюйская школа – это родина Марка Николаевича Жиркова, школа, которая носит его имя на сегодняшний день, да. Поэтому вот вилюйчане тоже в этом принимали активное участие, да. Вот. Также, наверное, к Владе перейдем уже, да, плавно, да. Вот в этом году вообще этот проект должен был проходить, получается, в 2021 году. Это первый культурный форум. Да. Он состоялся, потому что в 2020-2021 были ограничения, да, помните? Да, ковидные ограничения. Организации детского досуга были сложности. И в 2022 году этот форум состоялся, и наша Влада Афанасьева, Владлена, да, попала в число учащихся этого форума, о котором, я думаю, она расскажет сама. Да, Владлена, расскажи о своем участии в этом форуме, что тебе там понравилось, что ты там нового для себя узнала? Во-первых, я узнала об этом форуме где-то в конце своего обучения, я думаю, в марте-апреле, когда там меня
попросили участвовать в конкурсе на отбор, получается. И затем этот отбор проходил летом, как я думаю, и уже в июле отобрали 7 учащихся по всей республике детских школ. Там была только я из города Якутска, там была девочка из Замги, также из других улусов. Например, из Покровской детской школы было 2 ученицы, например. Из художественной школы единственная девочка. Большинство были музыканты, и только был один, как сказать, спикер, такой на якутском говорит. Короче, вот. Потом с нами поехал человек один из геологического Григорий Григорьевич, да. Он нас сопровождал в Москве. Это было в конце августа. Где-то с 20 по 28 числа мы там были. Но мы там сначала поехали, и мы не сразу поехали в форум, потому что форум проходил с 24 чисел, было всего 3 дня форума. А до этого мы ходили, все дети из форума, со всей России, нас распределили по разным группам, и по группам мы ехали на достопримечательности Москвы. Вот. Экскурсия по Москве Да, была. экскурсии. Дальше... Также с вами же была еще, по-моему... Марина Владимировна не была, она здесь вас провожала же, да? Да, провожала. А потом она пришла, да. Приехала, да, Приехала, в Москву? да, к форуму. Ну, что могу сказать-то? Форум прошел удачно, можно сказать. Там были не только дети из России, к моему удивлению, там были дети из Египта. Я удивилась. То есть международном участии, получается, да, форум? Да. Там были также дети из новых республик, ДНР и ЛНР. Также у нас были формы. Ну, эти эти формы... И также была Панама. Да. Кстати, именная, вот Владена, Афанасьева написано, да? На каждой панамке. Сначала была... Вот с эмблемой нашей республики. Вот. А это вот футболка вот с таким принтом. Она была такая. А потом мы решили сделать свою. Как бы, потому что в таких не было, например, обозначательных знаков, там, то, что мы из республики приехали. Только где-то там сзади было, а тут везде видно. Также столетие республики, тут детский культурный форум, а вот тут наши имена. Вот. Да, и на рукаве тоже имена. Это нас больше выделяло, скорее всего. Нас больше запомнили, наверное, по этой форме, потому что... Все же в формах были? А сколько у вас была делегация? Ой. Ну, в Якутии было 7 детей, ну и были сопровождающие, но их было мало. Ну, общее количество участников форума сколько было, я уже не помню. Ой, там очень было очень много. Да? Со всех республик. Со всей России. Со всех субъектов России. Да, со всех. И еще ты сказала, что из Египта, из каких-то других государств. Конечно, это, по-моему, около 1000. Международные, наверное. Все это проходило на ВДНХ. У нас было свое здание там в конце ВДНХ. И там проходили мероприятия. Были всякие конкурсы, также были образовательные кружки, можно сказать. Были мастер-классы по разным инструментам. По классу фортепиано было, я знаю. По хору вроде как было. Скрипка была. И вроде баян. Духовых, к сожалению, не было вроде как. Как минимум, я вроде пропустила, если оно было. Были еще концерты. Приезжали знаменитые музыканты, а также певцы и танцоры. Они выступали. Ну, а что-то новое для себя вынесла оттуда, что-то интересное? Что запомнилось? Самое такое яркое впечатление? Самое яркое впечатление – это то, что дети очень талантливы со всей России. И то, что этот форум показал, то, что Россия, она может давать
очень много ресурсов на развитие детей, да. Именно в творчестве. Конечно. Там были только именно с этого направления. Ну, культурный форум. Да. Ну, знакомились, наверное, много общались, да? Познакомилась с кем-нибудь там? Были. Ну, мы вряд ли поддерживаем сейчас связь, так-таки. Но, да, были знакомы. Это общение, кстати, очень важно. И вот я сегодня говорила о Сириусе, да, и вот о этом культурном форуме. Мы всячески вот должны стараться вот выводить детей на такой уровень, потому что это серьезно меняет детей, да, потому что общение это в жизни человека вообще важно. А если общение вообще в творческой среде, так еще более. Это дает толчок к развитию. Конечно, конечно. Это новые возможности открываются, новые. Ну вот Владлена пронесла свой инструмент. Да, мой инструмент, флейта. Она новая. Я ее купила в этом году. Да. Что исполнишь? Это для нас большое тоже, представьте, да, удивление и наша гордость, что человек закончил детскую школу искусств в этом году и приобрел себе флейту. Ну, после рекламы, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу. После рекламы Владлена нам сыграет на флейте. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир в программе «Якутск сегодня». И сейчас выпускница детской школы искусств номер 2 города Якутска Владлена Афанасьева сыграет нам на флейте. Спасибо. Преподаватель Кострова Вероника. Да, Влада закончила школу по классу флейты, как мы все поняли, да? Еще раз повторю, что закончив музыкальное обучение в нашей школе, Влада купила флейту, да? А дальше собираешься продолжать свое музыкальное образование или нет? Я пока еще... Я думаю об этом, но я пока еще не уверена, когда закончу школу. Ну, чтобы поступить в среднепрофессиональное образовательное учреждение, да, в сфере искусств тоже, да, культуры и искусств, важно иметь 9 классов школы. Вот как Влада сказала, 9 класс же в школе во второй, да, пока еще и, ну, она не имеет возможности поступить в Якутский музыкальный колледж или колледж культуры и искусства, я не знаю, высшую школу музыки, да. Поэтому, ну, мы всячески старались, чтобы она об этом задумывалась, и будем надеяться, может быть, это и произойдет. Может быть, даже и поездка вот на этот московский форум, безусловно, тоже подтолкнет ее к тому, что нужно продолжить образование свое, возможно, музыкальное образование. Да. Евдокия Семеновна, вот вы стали лучшим преподавателем, да, в республике. Вот расскажите немножко о себе, о ваших учениках, о вашей работе в школе. Ну, педагогической деятельностью я уже занимаюсь 42-й год, но очень много выпускников воспитала, но самые у меня как бы в сфере культуры, которые трудятся, это у меня Захарова Екатерина, она солистка театра, оперы и балета, и звукорежиссер Сахафильма, это Иннокентий Сивцев. Вот как раз якутское кино, благодаря, конечно, им и нашим вот выпускникам. Ну, работа преподавателя, конечно, мы очень любим сами музыку и передаем, конечно, вот это вот свою любовь своим воспитанникам.
А какую музыкальную школу вы закончили? Я сама выпускница Амкинской детской школы искусств имени Анатолия Александровича Черемных. Там же после окончания музыкального училища в 1981 году я возвратилась и проработала там 30 лет. Ну и из 30 у меня 10 лет это я руководила этой школой. Ну, надо сказать, что за 10 лет я, конечно, очень много своей силы отдала, чтобы школа у нас каменную школу вот по всем документам, вот, да, и благодаря, конечно, главе нашего УЛУСа, тогда Артемьева Александра Еремеевича и начальника управления культуры Сутакова Евдокии Михайловны, нашего архитектора, вот, Ирины Александровны Наговицыной, у нас в Амке каменная школа, храм искусства. Вы 10 лет в городе Якутске, а душой все равно, да? Да, ну, да, получается, там, да. У себя на родине. Ну и о ваших выпускниках расскажите, о ваших учениках расскажите. Ну, ученики, конечно, по всей республике у меня вот, да, обучаются, а так... надо у вас фортепиано, да? У меня фортепиано, специальность. Но я хотела бы сказать о... Вообще вот наше правительство, да, Российской Федерации, наше правительство Республики Саха-Якутия, мы очень благодарны. Чему? Потому что все-таки внимание есть, да. Вот, да, уделяется. Да. Именно уже вот 3-4 года уже у нас ежегодно проводится конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств». Вот. И первый тур – это вот у нас вот в нашей республике, в регионе. Потом, значит, отправляются на российском уровне. Но нынче прошли 5 преподавателей, но, к сожалению, по России не прошли, а проходили в 2008 году 2 наших преподавателя. Вот после этого пока нет, но мы надеемся. И каждый год это... И еще конкурс был, ну, лучший преподаватель, где вот, если пройдешь по России, 500 тысяч премия. Вот такое вот было. Хорошая поддержка. Да, очень хорошая поддержка государственная. Поэтому, конечно, мы стараемся, преподаватели. У нас вот в детской школе искусств номер 2 очень педагогический коллектив, очень сильный. Там работает наш коллега Владимир Петрович, очень Дегирский, вот такие вот он долго работал на нашем радио. Да, Анастасия Афанасьевна Кардашевская, вот тоже очень своенравный преподаватель со своими этими. Вот, так что мы очень благодарны. А в те годы у нас такого не было, такой поддержки. Но... Теперь мы стараемся. Каждый год у нас такие вот конкурсы проходят. И еще лучшая детская школа искусств. Вот. Ежегодный конкурс. Вот. Ну, Сергей Иннокентьевич, вот вы хотели рассказать об опоре, да? Опорная школа. Да, опорная школа. Ну, что такое вот? Опять же, вот, да, возвращаясь к тому, что я говорил, да, вот именно к нашим лучшим сильным сторонам, да. Одной из них, конечно, является то, что на базе нашей школы создана опорная школа. Опорная школа. Она работает у нас на основании соглашения между Министерством культуры и духовного развития нашей республики и Управлением культуры и духовного развития окружной администрации города, да. Целью ее, конечно, это развивать, улучшать, выводить на другой уровень научно-методическую работу преподавателей и учащихся, да, потому что без методической оснащенности, да, без понимания важности, да, без определенных целей, которые будут поставлены, без конкретных задач, да, все это вот часть все равно педагогической науки, да, считайте, в области музыкального образования, и без
без непонимания этого, конечно, говорить о развитии будет трудно. Поэтому именно в этом соображении, да, вот, именно была создана опорная школа. И вот мы уже, получается, вот с 21-го же, да, года, 21-го года работаем уже со всеми школами республики, проводим семинары, проводим курсы повышения квалификации, проводим какие-то другие еще методические мероприятия. На базе нашей школы сегодня А сколько по республике работает... всего музыкальных школ? Ой, я боюсь соврать. 68, это точно, да? Да. У нас остался в республике только один район, это Венобутантайский поселок Сакрырда, в котором нет музыкальной школы. И также не было вот совсем до недавнего времени в Саскалахе, в Анабарском районе, да, Улусе, в национальном Анабарском Улусе не было, и вот открылась музыкальная школа там. Вот директор тоже новый, назначенный к нам, приходила в школу, будучи в Якутске, да, и, конечно, вот обращалась тоже вот с целью получения вот методической помощи, да, потому что это, конечно, Так, у нас важно. немножко осталось 3 минуты. Вот хочется все-таки вы, Сергей Иннокентьевич, как лучший руководитель, да, немножко о себе расскажите. У вас музыкальное образование, Да, где вы конечно, учились? безусловно. Я в 7 лет обучался в высшей школе музыки. Это уникальное учебное заведение нашей республики, да, которое тоже открыл, между прочим, Михаил Ефимович Николаев, да, вот насколько важно, да, вот в 93-м году она была открыта, я ее закончил в 2007 году по классу фортепиано, замечательного педагога, заслуженного работника, да, образования Альбина Ильинична Герасимова. Далее по окончанию я продолжил обучение в Красноярской государственной академии музыки и театра, которую я окончил в 2012 году и в 2017 ассистентуру, стажировку. Это вот форма высшей подготовки творческих. А вот административная работа и ваше музыкальное образование как вам помогает, да? Ну, как помогает? Это совершенно разные вещи, да? Административная работа – это другой как бы спектр работы, да? А я же параллельно все равно-то преподаю, у меня есть свои ученики, которыми, кстати, я тоже очень горжусь и радуюсь, да? 2 из них сегодня обучаются в Московской государственной консерватории, да, в главной консерватории нашей страны, которые, между прочим, сегодня прилетели в Якутск и 31-го дают концерт здесь, в филармонии Якутии. Да, вот, это Александр Тумусов и Никифор Яковлев. И вот это разные вещи, но можно совмещать, безусловно. Хорошо, и видать, у вас получается. Не видать, а точно у вас получается, раз вас признали лучшим руководителем музыкальной школы республики. Стараемся. У нас несколько секунд, ваши пожелания нашим радиослушателям. Дорогие друзья, наши уважаемые радиослушатели, да, мы очень рады, что мы сегодня рассказали о нашей школе. Это первая музыкальная школа, да, это историческая школа, это старейшее образовательное учреждение. Поэтому я всех призываю детей приводить к нам в школу, получать музыкальное образование. Как я уже сказала, это возможно, и возможности намного стали шире. Пожалуйста, мы вас всех ждем. Желаем всем музыку, здоровья, пожалуйста. И любите музыку. Да. Я благодарю вас за участие в нашей передаче. Желаем вам успехов, дорогие друзья. На этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого доброго.